к нам на прием. Здесь представители различных общественных организаций, Гумбербай, федеральное движение, я организация общественных организаций, Банир Гелий. Мы очень обеспокоены состоянием нашего национального образования. И особенно в связи с переходом в российскую территорию. У нас к вам два вопроса. Государственным языком отдельно языка собственной ситуации. И вот по нашей информации уже во всех школах государственный язык хотя бы оставить факультативным, как максимум. Вы мне дадите хоть один такой фактаж, где объявлено о том, что уроки крымско-татарского языка или, не дай бог, классы с крымско-татарским языковым обучением перестанут существовать, или это будет переведено в факультатив. Ну дайте фактаж. Вот назовите мне школу, директора и класс, который вот так объявил. Ну хоть один. Это четвертая школа. Какая? Это четвертая школа. Подробно первый позвонил. Что вы сделали? Первый позвонил, подробно. Класс. Нет, давайте мы прямо сейчас будем с ним общаться. Но мне сейчас нет. Я прямо сейчас буду общаться. У меня сейчас нет. 34-я школа города Симферополя, правильно? Да. Объявлено о чем? Идет агитация, чтобы родители татар отказались от языка как предмета. Директор 34-й школы Симферополя, например. Давайте я вам можно я скажу? Вот сейчас идет селекторное совещание. И на прошлой неделе проводилось селекторное совещание. Мы издали приказ о персональной ответственности директоров школ. Не дай бог, будет какое-либо изменение или уменьшение в сторону преподавания крымско-татарского языка. Сегодня мы формируем классы следующего года, первого класса, я имею в виду первые классы, больше на 6 классов, чем было открыто в 2014 году. Ну, я имею в виду 13-14 учебный год. У нас нет такой тенденции по начальной школе. Если сейчас подтвердится, что в 34-й школе идет сокращение, или убирают уроки, переводят факультативы на крымско-татарского языка, то эти меры будет нести персональную ответственность. Абсолютно каждый председатель райгосадминистрации ознакомлен с правилами нового набора и формирования в следующем году. 8 заявлений будет от родителей на создание классов с крымско-татарским языком обучения. Вы мне приносите 8 копий, и если в этом регионе, и в этом селе, в этом поселке, в этой школе не будет открыт этот класс, я поеду сама туда с законом, и этот класс мы откроем. Мы не говорим сегодня о сокращении, у нас есть другие проблемы. Вот как раз понятие сокращения языка у нас нет. Если у вас будут такие факты, я готова разбираться по каждому индивидуально. А теперь о концепции языка в целом, если позволите. Да? Действительно, на территории Республики Крым государственными языками признаны все 3 языка. И русский, и украинский, и крымско-татарский язык. Это факт, это закреплено в Конституции, это закреплено нами уже в проекте нашего закона об образовании на территории Республики Крым, который находится сегодня на утверждении в Государственной Думе Российской Федерации. Это прописано. Но мы должны с вами понимать одну вещь, что если 1-е, 4-е, и 5-е, и 9-е классы, мы однозначно будем это сохранять. И школы с крымско-татарским языком обучения, и отдельные классы в отдельных школах. И для тех, кто хочет его изучать как родной или даже не родной язык, мы готовы это предоставить. Более того,
Мы сегодня уже подали заявку на участие в конкурсе на перевод учебников. То есть мы переходим на новые учебники, которые находятся в федеральном перечне учебников. Я имею в виду математика, история, биология, то есть другие учебники. Чтобы именно наши специалисты участвовали в их переводе и в издании. Почему? Потому что Республика Татарстан, тот перевод, который дала, наши специалисты посмотрели и сказали, нет, это разные языки. Мы сегодня должны перевести это на крымско-татарский язык. Но 10-11 класс, то есть та третья ступень образования, которая есть, она согласно закону, федеральному закону об образовании Российской Федерации, может вестись только на русском языке. Это прописано в законе, это статья 14 или 17, сейчас на вскидку думаю, что у меня в документах есть. О чем это говорит? Это говорит о том, что единый государственный экзамен, так называемый ЕГЭ, как основная составляющая, единственное условие для поступления в высшее учебное заведение на территории Российской Федерации, эти экзамены сдаются только на русском языке. То есть государственным языком обучения в Российской Федерации признан один только русский. И он касается 10-11 классов. И я сегодня не имею права скрывать перед родителями детей, которые учатся в украинских классах с украинским языком обучения или в классах с крымско-татарским языком обучения, что да, до 9 класса вы учитесь, пожалуйста, но вы должны осознанно понимать, что ваши дети в 10-11 классе будут учить предметы, и учить русский язык, как язык, который будет идти по ЕГЭ. Вот и все. Вот сегодня проблема у нас, я считаю, вот в этой третьей ступени. А сокращение преподавания у нас на сегодняшний день никакого нет. Более того, даже в некоторых школах, где его не учили, мы вводим, вот в тех школах мы вводим, обязательным факультативом. То есть его не учили вообще. А мы прописываем программу такую, чтобы этот язык появился как факультативный, даже для тех, кто его до этого не учил. Это не все будут, вот, допустим, в школе крымско-татарский язык, русский язык, это не все будут. Желаете только, да? Смотрите, что такое в данном случае государственный язык как обучение? Мы имеем право иметь в своей сети школы с разными языками обучения. То есть школа с крымско-татарским языком обучения, школа с украинским языком обучения, школа с русским языком обучения. На самом деле, вот сегодня они такие есть. Но язык обучения формируют родители. Не я, не вы, не управление образованием, а только родители. То есть каждый родитель сегодня перепишет свое заявление и напишет мне, что мой сын Ислямов Энвер выбирает язык обучения крымско-татарский и идет в 5 класс. Вот сколько в 5 класс соберется таких заявлений, это будет класс с крымско-татарским языком обучения. Точно такой же папа напишет: я Иванов Иван, хочу, чтобы языком обучения для моего сына Кости Иванова был русский язык. И у него будет класс с русским языком обучения. Класс с русским языком обучения навязать изучение украинского или крымско-татарского языка мы не можем. Но факультативно, как предмет, можем ввести. Но это ни в коем случае не сокращать, а наоборот добавить. Так точно, как крымско-татарский класс языка обучения, он будет в обязательном порядке изучать русский язык, потому что русский язык – это государственный язык обучения. Но украинский язык я ему не могу навязать. Я могу ему предложить изучение как факультатив. У меня к вам вопрос. Да. Вы говорите, с 5 класса родители пишут заявление. Нет, с 1. Нет. С 1. Не, ну вот с 1. Да. Практически, сами говорите, учебников нет. Значит, насколько мне известно, вот, кроме тех учебников, которые написал Айдар Меметов из ТНО, других учебников нет. Это первый вопрос. И второй вопрос, тоже конкретно. Получается, что крымско-татарский язык
Вот сегодня изучается во многих местах факультативно. Это называется фикция. Потому что факультативно при той нагрузке, которую имеют дети, этот язык не может изучаться. И поэтому, даже если очень хотят, 8 уроком, 7 уроком не получается. Поэтому у меня к вам вопрос. Вот вы сказали, да, русский язык, государственный язык Российской Федерации. Обучение. Вообще во всех отношениях государственный язык. Значит, крымско-татарский язык в Крыму также государственный. Поэтому у меня к вам вопрос. Вот в сетке обучения крымско-татарский язык будет обязательным. Я не говорю, родители хотят, не хотят. Но, кстати, на встрече с Аксеновым 1 апреля было сказано, что потом некоторые политологи подтвердили, господин Никифоров сказал, говорит, неплохо было бы, говорит, чтобы крымско-татарский язык изучали. Да, извините, да. Вот. Татьяна Алексеевна, здравствуйте. Татьяна Алексеевна, скажите мне, пожалуйста, у вас на сегодняшний день сколько классов с татарским языком обучения? Да. У вас нет таких классов. Скажите мне, пожалуйста, в 34-й школе сколько классов изучают крымско-татарский язык? Нет таких классов. И не было таких классов. То есть в 34-й школе на начало 2013-2014 учебного года не было классов с крымско-татарским языком обучения. Не было. При поступлении в первый класс в этом учебном году у вас были заявления родителей на класс с крымско-татарским языком обучения? Так, скажите мне, пожалуйста, у вас факультативно преподается этот язык? Нет. Вы точно утверждаете 34-ю школу? Я факультативец, точнее. Извините, Татьяна. Факультативец. Кто вел диктацию, вообще не было этой школы. Кто вел диктацию? Пусть закончит. Я просто начала с того, что заявляет сокращение. Значит, Никифоров написал, и об этом на весь мир было сказано, что для того, чтобы ситуация улучшалась, необходимо крымско-татарский язык сделать обязательным для изучения для всех. И я эту точку зрения понимаю, потому что, значит, прошу вас внимательно к этому отнестись. Сегодня Россия становится основой Евразийского союза. Евразийский союз хотят, не хотят. В Евразийском союзе будет Украина, в Евразийском союзе будет Узбекистан, в Евразийском союзе будет Казахстан, Азербайджан. Я не говорю о Туркмении. Литературный язык Гаспринского, он являлся основой литературных языков всего этого региона. То есть изучение этого нашего языка теми, кто учится, это необходимость. Тем более сейчас уже идут разговоры, что в таможенный союз вступит Турция. Поэтому я считаю, вот к тому, что вы сказали, вот сейчас у меня внуки учатся, факультатив не ходят. И сегодня наш язык включен в список исчезающих языков. И когда вы говорите с 1 по 4 класс и математика, все предметы на крымско-татарском языке будут преподаваться. Классы крымско-татарского языкового обучения. А я говорю о том, что можно, я не потому что вас перебиваю, я хочу вернуться к первому вопросу по учебникам.
чтобы мы закрыли эту тему, да? Вот сегодня мы не говорим о написании учебников. Учебников у нас нет, потому что они еще не переведены. Мы сегодня будем пользоваться теми учебниками, которые соответствуют стандартам и содержанию программы российского образования, на которую мы переходим. И наша задача перевести те уже существующие учебники, которые есть. Вот в чем задача, а не потому, что их нет. Так вот, этот вопрос достаточно представляется длительно. И сегодня самое главное, вот на мой взгляд, может я ошибаюсь, но с первого надо основные предметы, язык, чтение должны быть в крымско-татарском обязательно все. И считаю, что это должно быть обязательно не для всех. Без заявления. И людям, кстати, можно это объяснить, но скажу другое. И вот в 91-94 годах Конституции, в 92-м, в Конституции Крыма было принято решение об обязательном обучении, но, так сказать, продвинутые украинские товарищи с помощью крымской элиты это все замотали. Не было книг, не было ничего. Хотя некоторые книги, например, музыкальную энциклопедию в 1989 году издали. Она до сих пор блестящая. Поэтому, когда мы к вам обращаемся, это не просто пожелание нас, это пожелание из стратегии развития общества исходит. И второе. Я абсолютно согласен с вами, что 9, 10, 11 класс, 11, 10, а может быть даже 9 класс должны вообще русский язык, я вот наблюдаю, как учатся мои внуки. Вы извините меня, там нет ненормального учебника по украинским писателям, 0. И 2 урока по Пушкину. Если это продолжится, у меня внучка в Москве кончила элитную школу. В Москве тоже не было просто. Там разброс учебников и прочее. Поэтому было бы правильно, чтобы этот вопрос вы разделили то, что реально, и то, что практически можно реализовать в будущем. Вот чтобы закончить это, скажите, вот в архивах нету крым-татарских книг, которые было полно до депортации? Вы имеете в виду учебники? Да, учебники. Если мы говорим об учебниках, то мы не можем сегодня учиться по учебникам, не считая языка и литературы, все остальные предметы. Мы не можем не поднять с архива, не придумать свои, не написать даже самого выдающегося математика крымско-татарской национальности, потому что учебники, кроме языка и литературы, определены федеральным перечнем учебников Российской Федерации. Вот так и называется, даже существует подзаконный акт – Федеральный перечень учебников Российской Федерации. Вот из этих учебников, которые прошли много экспертиз, мы можем выбирать только эти учебники. Вот выберем линейку, и вот эту линейку мы дадим на перевод на крымско-татарский язык. Это прежде всего сделано для самих детей, потому что содержание обучения, то есть, грубо говоря, выполнение стандарта, оно не должно отличаться по математике. Ни в классе с крымско-татарским языковым обучением, ни в классе с украинским языковым обучением, ни в классе с русским языковым обучением. Иначе мы создадим детям неравноправные условия на выходе к 11-10 классу. Одни учили свою математику, другие учили другую. А экзамены, материалы, задачи ЕГЭ, единого государственного экзамена, составит не Гончарова для крымско-татарского или украинского класса, а составит Министерство образования России, единой для всей России. И завтра ко мне придет мама и скажет: а какое вы имели право дать моему ребенку старый учебник по математике, даже пусть самого знаменитого математика, которая написана на крымско-татарском языке, а она не изучила 5 тем, которые сегодня ей задают на ЕГЭ.
Поэтому стандарты содержания предмета должны быть едины. Мы выбрали учебники, мы дадим их учителям до 12 мая на изучение в электронном виде, чтобы они нам прислали, какой они хотят выбрать. Это не значит, что мы выберем прямо все только просвещение, или там все только ДРОФы, или там других каких-то издательств. Мы сделаем максимальный такой набор. Но на крымско-татарский язык мы будем уже переводить только те учебники, которые будут выбраны. Новые писать мы не будем. А что касается крымско-татарского языка и литературы, вот теперь у нас появилось право создать эти учебники самим. Если до этого у нас этого права не было, то сейчас региональный компонент создания учебников, то есть учебников на родном языке, мы должны создавать сами. На сегодняшний день мы это право за нашим министерством, за нашими структурами подали в федеральный закон. Он пока в проекте, его еще пока не обсуждали. Если этот закон будет принят, мы тут же определим тот состав людей, тот состав юридических лиц, которые имеют это право делать, и приступим его к созданию. Что касается длительного времени, я вам говорю, что до 1 сентября переводных учебников еще не будет. Это факт. Но то, что до конца финансового года мы их обязаны перевести, потому что нам уже выделили под это деньги, это тоже факт. И что будут делать наши дети 1 сентября? Идут в школу, учебников нет. Значит, 1 сентября те классы, которые с крымско-татарским языковым обучением, они до этого были с учебниками, у них будет программа, у их учителей, которые они смогут пользоваться учебными пособиями. Вот учебными пособиями, кроме языка и литературы, мы сегодня просим, чтобы нас снабдило тоже Министерство образования Российской Федерации, как на переходной период. Другого здесь выхода нет. Перевод учебников – это лицензионная деятельность. Сегодня такого права у нас нет. Согласно закону Российской Федерации, должна быть создана комиссия, которая утверждена непосредственно органом управления, то есть головным министерством. И после этого мы можем приступить. То есть 1 сентября идет наша детей, да, катастрофа. Учебников нет, будет в конце года. Учебных пособий тоже нет. Нет, еще тогда можно говорить, что учебники для остальных нет. Учебные пособия будут. Для русского языка учебники будут, мы знаем. И учебные пособия, а для этих классов будут учебные пособия. Но я могу прочесть вам выдержку из статьи 35 федерального закона о пользовании учебниками, учебными пособиями, средствами обучения и воспитания. Вот здесь очень четко прописано, что обучающимся, осваивающимся основные образовательные программы за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в пределах федерального государственных стандартов, образовательных стандартов, организациями осуществляет образовательную деятельность, бесплатно предоставляется в пользование на время получения образования учебники и учебные пособия, а также учебно-методические материалы. То есть, если мы об учебниках 1 сентября не можем говорить, то об учебных пособиях и учебно-методических материалах для этих классов мы говорить однозначно будем. Но в рамках нового стандарта. Это есть. Учебники подойдут. В итоге к концу финансового года вы будете в лучшем положении. Почему? Потому что у вас будут и учебники, и уже учебные пособия. Дальше. Обеспечение учебниками, а также учебно-методическими материалами средства могут осуществляться за счет различных бюджетов, а также общественных организаций и всех, кто хочет в этом участвовать. Мы готовы, сегодня и открыты, кто, кроме нашего местного бюджета и региональных бюджетов, может, с ваших общественных организаций, могут поучаствовать в переводе лучших учебных материалов Российской Федерации на крымско-татарский язык. Вот это мы можем делать, если не учебник, а учебные материалы переводить. Мы можем это делать без комиссии, мы можем не ждать приказа, мы можем не ждать федерального закона. Мы можем это делать сейчас, если кто-то в этом из вас готов помогать. Вот мне непонятно. Вот вы сказали, что уже определены какие-то учебники, да. Перечень есть. Да.
Крым только перешел в состав российский. Откуда она знает, какие перечень крымтатарской книг нужно Я именно? не крымско-татарский. А О переводе. Я говорю о том, что выбраны линейки учебников, соответствующих стандартам образования по географии, математике и так далее. Они должны быть одинаковыми для всех. Неважно, на каком языке этот предмет будет преподаваться, стандарт должен быть одинаковый. Выйдет ученик после 9 класса с украинской школы, с русской школы, с крымско-татарской школы. А пласт знаний по предмету географии и математики должен быть одинаковый. Поэтому эти учебники надо просто перевести. Наталья Григорьевна, вот как вы поняли, проблема колоссальная. Перед министерством, особенно в области татарского языка. И в этот момент, кто ведь должен руководить этим делом, в этот момент увольняете замминистра Селенделей. Да. Значит, вопрос не во мне. Вопрос в распоряжении, которое подписал ИО губернатора Аксенов Сергей Валерьевич. Все, я сейчас скажу, абсолютно все заместители министра и я как министр написали 2 заявления, учитывая то, что Государственный совет нас ликвидировал. То есть мы находимся в стадии ликвидации. Отделяя спорт, нас не реорганизовали, нас не переименовали, а нас решили ликвидировать. Поэтому мы абсолютно все написали заявление на увольнение из старого министерства и на принятие в новое министерство. В новое министерство Селенделей Лимару Сергеевну не приняли. Да, это распоряжение председателя Совета министров. Я могу его вы пытались отстаивать ее? Продемонстрировать. Я не могу сказать, что я пыталась отстаивать. Я не могу сказать, что я пыталась. Но сегодня, и Марии Сергеевне я это сказала, и вам это повторяю, как только у нас будет сформирован штат министерства и будет прописаны полномочия в новом министерстве, я буду доказывать и говорить о том, что мне однозначно нужен помощник, через который будет курировать это направление. Я вот предполагаю, что сегодня это могло произойти просто элементарным минусом отчета. У нас сократилось количество людей в министерстве за счет того, что забрали управление спорта, за счет того, что забрали все остальное. И по штатному количеству эта единица могла уйти. Это неправильно. Но сегодня это доказать, когда нет нового штата, нового положения в министерстве, просто невозможно. К этому вопросу надо подойти. Я уверена, что у нас будет замминистра, который будет курировать крымско-татарский язык. Вот. Я был членом Конституционной комиссии, Да. и отстаивал интересы нашего народа. И все наши предложения были, значит, заувалированы, так? Но нам... Заувалировали. Наши предложения заувалировали и не включили. Кто не включил? Ну, члены Конституционной и Верховный Совет, значит, наши предложения... Я не была даже членом Конституционной комиссии. Не, я говорю о себе, я был членом Конституционной комиссии. Так, в Российской Федерации все республики национальные. Единственное, сейчас создали прецедент без национальной республики, это в автономной республике Крым. Так я тогда задаю там комиссию вопрос, как же крым-татарский народ будет отстаивать свои интересы. Они мне вторую статью говорят, что источником власти в республике Крым является его народ, в том числе и крым-татарский народ. Вот. А как мы можем отстоять, если самого квалифицированного специалиста по крым-татарскому филологии, по крым-татарскому языку, у нас кадры, много кадров таких нет. И вдруг ее глава губернатора увольняет. А что, губернатор знает квалификацию, ее квалификацию? Мы утвердим новое положение о министерстве, зарегистрируемся как министерство и сможем отстаивать свою структуру, и будем просить не просто одного заместителя, а будем просить и увеличения штата этого управления. Но сегодня в подвешенном состоянии абсолютно все. А будет это Лимара Сергеевна или не Лимара Сергеевна, поверьте, это решаю не я. Дело в том, что вы министр, который, вы знаете ее уже, так, если она хоть недолго там проработала, вы знаете ее. Аксенов не знает, так?
Вот сейчас мы готовим по реакции на Конституцию и реакции на указ президента, президенту готовим все свои предложения. Да. Вот сейчас вот Римара Сергеевна оказалась как раз как пример, что мы, не имея структуры власти, ни одного руководителя Крым-Татар нет, ни в органах законодательной, ни в органах исполнительной, судебной и прочей власти мы не имеем. Все министры тоже не крымских татар нет у нас. Значит, теперь мы должны сказать, вот яркий пример. Один из квалифицированных специалистов работает замминистра, и единственный, кого уволили, это ее. А тогда как единственный государственный язык вошел в Конституцию, это крым-татарский, где нужно такие специалисты именно по крым-татарскому языку. И вот нас это очень задело. Ну как это так? Вот взяли ее, это. Мы будем встречаться и с Аксеновым. Ставить эти вопросы. Прежде чем направить письмо президенту, мы должны вот это тщательно все вот эти обосновать, проверить. И вот я не хотел бы, чтобы именно здесь в какой-то степени вы как министр, мы никогда никому претензий не предъявляем. Только тогда касается это интересы нашего народа. Только тогда. Остальное мы работаете, это вас назначили, вы работаете. Но вы как министр и по Конституции должны отстаивать интересы и права своих работников. Я вам обещаю, что если завтра на сессии Государственного совета 30 числа будет утвержден бюджет нашего нового министерства, и мы сможем формировать свой штаб и свою структуру, я буду просить больше, чем 2 человека, которые были в министерстве, и чтобы у нас был замминистра, курирующий крымско-татарский язык. Но еще раз повторяю, кто это будет? Римара Сергеевна или это будет другой специалист? Это решаю не только я. Ну, Римара Сергеевна мы будем отставить в любом случае. Вы сказали 2 человека. Я сопредседатель Совета Аксакалов 99-2002 год. Здесь сидело 2 дамы, которые курировали крымско-татарский язык. Вы извините меня, это все было для галочки. И разговоры о том, что существуют школы на крымско-татарском языке, это блеск. Когда говорят школы, я вам факт приведу. Вот, как это футсала сейчас называется? Голубинка. Голубинки. В 41-40 году была школа, где было 38 классов на крымско-татарском языке, но все учебники были. Мы сейчас не можем ставить вопрос с 1 по 10, по 11 класс на крымско-татарском языке переведите обучение. Это быстро не будет. И второе. Вот в этом ключе стоит вопрос о кадрах, стоит вопрос о людях, потому что если опять же будет тот самый путь, который прошли вот эти две дамы сидели, то этот путь оказался тупиковым. В общем-то, это все было для отчетности, это было, мы все это понимаем. В общем-то, мы работали в структурах, могу вам цифру привести. В Узбекистане крымские татары составляют 2%, занимали 17% во всех структурах управления. У нас были министры Узбекистана, в республике было 14 областей, 1 автономная республика. У нас были тогда крымские татары входили в тройку самых грамотных народов СССР. Евреи, армяне, крымские татары. Но сегодня будем вещи называть своими именами. Прошлая элита крымская, я надеюсь, я очень надеюсь, что прошлая элита крымская и ее часть других представителей уйдут в прошлое, потому что Крым не может существовать без согласия, без дружбы, без мира. Никто не говорит, вот, но использовали структуры некоторые, Меджлис в частности, против народа. Использовала киевская власть, использовала местная власть. Другой пример приведу. Вот мы сейчас говорим, есть концепция образования на крымско-татарском языке. Вот в Верховной Раде
Заметова доложила концепцию, разработанную Минюстом. Базар, вокзал, шум. Встает Гриша, идет и говорит: слушайте, ребята, вот они же не просят денег. Как же утверждаем, утвердили. Как же так, без денег образование? И вот сейчас вы говорите, бюджет будет, наверное, сформирован, и бюджет от ваших предложений зависит. Что вы попросите и что вы сможете доказать не только в Госсовете, а ваши представители, что могут доказать в Москве. Я поняла вас. Я немножко не о том бюджете сказала. Учитывая то, что мы ликвидировали, вот тот бюджет, который есть на содержание людей, на коммунальную заработную плату, надо перевести просто на новое название, чтобы зарегистрироваться. И сейчас у меня завтра никто не спросит, что я дополнительно хочу. Мне надо новую структуру запустить. Речь идет только об этом. То есть то, что вы сказали, я прекрасно понимаю. И надо вообще создавать отдельную программу, понимаете, и под нее просить денег. Это в бюджете Министерства образования никак не пропишется. У нас на сегодняшний день есть 3 программы. Это программа повышения престижа труда учителя, действующая программа, она действительно реальная, там место уделено абсолютно всем учителям. Это программа развития образования, и это программа дошкольного детства Крыма, которая только недавно принята. Но ни одна из этих программ, она в полном объеме не удовлетворяет и не удовлетворит те потребности, которые есть сегодня с развитием крымско-татарского языка. Поэтому не важно, концепцию мы ее назовем, программу или как, но то, что это должно быть что-то отдельное, и не только Министерством образования выдвигаемо, а, на мой взгляд, прежде всего Республиканским комитетом по национальным отношениям, с нашим подключением, с подключением Министерства культуры, культурного наследия и всех остальных. Я не думаю, что проблема сегодня только в том, чтобы запустить учебники и учителей, и только появилось большее количество классов крымско-татарского языкового обучения, или даже язык этот изучали других. Я не могу заставить сегодня родителей это сделать. Вы произнесли фразу «без заявлений». Да не могу я без заявлений. В Конституции прописано, что волеизъявления родителей до детей несовершеннолетних могут определять только их родители. Это абсолютно во всем мире. Это Конвенция прав ребенка ООН, которую еще никто не отменял. Школу, форму обучения, класс обучения, язык обучения. Конечно. А как, если ребенок придет в школу без этого заявления, его в какую школу отправить? По прошлому году мы бы его определили без языка обучения сразу в украинские школы, потому что мы учились в Украине. Сегодня без языка обучения не сформирован будет ни один класс. А не взять это заявление, это вопрос закона прямого действия. А в чем тогда повысился статус крымско-татарского языка вот за этот месяц, если его приняли государственно? У нас на протяжении 23 лет в Украине был статус, и сейчас приняли государственно. Я вот, например, не вижу изменений в положении крымско-татарского языка. На сегодняшний день, и я не вижу. Но наша задача действительно сделать этот статус, самим сделать. И вот за нас никто не сделает. Но навязыванием в обучении или еще какими-то мерами мы статус не поднимем. От того, что ребенок сейчас в 5 классе, у него есть 2 иностранных языка и свой родной язык обучения, и завтра мы введем нагрузку не факультативно, а минимум 3 часа еще крымско-татарского языка, мы авторитета не заработаем ни для себя, ни для своих детей, ни для языка. Поверьте мне. Здесь надо исходить совершенно от другого. Здесь сама основа государственности языка, она должна быть прописана в азах общения, в азах законодательной власти, исполнительной власти, литературы, культуры, чтобы ребенок, подходя к 1 классу, и его родитель четко понимал, что завтра его будущее не будет таким мирным, спокойным, самое главное, дружным, если он не будет знать этого языка. От того, что я его сейчас навяжу на уровне 7-8 класса, представляете, дети и так перегружены. Сейчас Гончарова издает приказ, противовес федеральному закону об образовании, что вы обязательно еще учите крымско-татарский язык. Это что вызовет? Любовь? Не вызовет. Короче, это все зависит от чиновников. Вот, будет Я думаю, что
сегодня, вот тот федеральный закон, который мы подали в проект, мы обязательно прописали, что для развития крымско-татарского языка надо не просто тупо перевести учебники, которые существуют, а надо создавать целый класс обучения. Вот если этот закон будет принят в том виде, в котором есть, у нас будет основа написать свою программу. Но опять-таки, не Министерство образования не должно писать. Нет, учитывая, что сейчас в Верховном Совете имеется это... Что нужно сейчас спросить? Извините, алло, да, Людмила? Алло, Да. это Татьяна, помощник. Да, Сергей Игоревич. У меня на приеме общественная организация Крымских татар. Если можно, я немножко перезвоню, да? Спасибо. Вот понимаете, вот сейчас все будет от чиновника зависеть, да? Но сейчас Государственный Совет имеет законодательную инициативу. Да. Вот если по вашему министерству что-то нужно пробить, значит, вы же должны это обратиться, подготовить, вот что с этой законодательной инициативой Государственный Совет обратился, предположим, в Государственную Думу, чтобы пробить вот эти Мы включили 11 самых горящих пунктов, касаемых крымско-татарского языка и образования как такового. Мы включили в обязательном порядке школу, которая у нас здесь в Симферополе. Второе. Достроить блок 18-й школы в Евпатории в месте компактного проживания. 2 ремонта в Белогорском, Бахчисарайском районе дошкольных учебных заведений, где уже есть примеры создания дошкольных групп с крымско-татарским языком. Мы заложили деньги на то, чтобы у нас была возможность в следующем году не просто переводить, а издавать свои учебники по языку и по литературе. Вот это 5, которые требуют капитального вложения. И мы готовы участвовать в создании национальной программы. Но национальную программу не может писать только Министерство образования. Поэтому вы, как общественная организация, вместе со мной я вас поддержу, в том письме поддержу, что сегодня создание национальной программы – это уровень именно Государственного Совета, не отдельного министерства. Потому что все это все равно будет однобоко. Мы не навяжем язык, поймите, не навяжем. Я вам честно скажу, я позапрошлом году, лично я, да, купила один сам учитель крымско-татарского языка и один разговор. Вот один учебник или учебное пособие Учпедгиз. Да. Педгиз, да. И второй учебник перевод с очень старых, так сказать, времен. У меня есть способности к языкам с точки зрения иностранных языков. Но я не смогла это сделать сама. Вот ну, действительно, я пыталась запомнить фразы, которые употребляются, фразы, которые нужны. И я не могу сказать, что я бы этого не хотела, я бы очень хотела его выучить. Но я сама это не сделаю. Это уже, грубо говоря, какая-то нагрузка для организма. Так точно, это и для детей уже. А это должно идти не через лом. Вот у меня есть желание, я должна знать, что в городе Симферополь есть общественная организация, есть школа, есть еще куда-то, куда я по своему желанию приду и получу по-хорошему удовольствие от того, что я его учу, что я с ним на нем общаюсь. А это не система школ, нельзя привязываться только к школам. Это образование вообще, как суть таковая. Давайте, я помогу, я буду участвовать в национальной программе. Я вам обещаю, будет структура, мы возьмем себе зам. Главное, чтобы у вас будет возможность секционного говорить, я только буду рада. Пожалуйста, разговаривайте, нам такой зам нужен. Нам нужен зам по крымско-татарскому языку. Выйти отсюда, Да. претензии. Почему вы без мнения министра уволили Сергея? Вот это. Вы можете сказать все, что угодно. Было 2 заявления. Одно заявление удовлетворено, второе нет. И мнение мое никто не спрашивает. Вот я хотел бы. Значит, вот смотрите, вот ввели государственный язык русский, украинский и крымтатарский. Где-то обговорено, что финансирование там, сколько это будет финансировано? Потому что любой законопроект деньгами подсчитывается. Нет. Отвечаю совершенно ответственно. Никаких
новых денег ни для развития крымско-татарского языка, ни каких-то вообще чего-либо. Денег до министерства пока не доведено. У нас то, что вот я говорю, что мы завтра только старый бюджет, вот ту же сумму, перевести в новое название, чтобы мы могли пойти дальше, чтобы мы могли регистрироваться. Любой законопроект, не обеспеченный финансами, это мертворожденное. Должно быть всегда подсчитано, прежде чем вводить. Ни копейки денег дополнительно министерство это не дано. Но я не считаю, что и Министерство образования должно стать автором этой национальной программы. Это будет все равно однобокое и узкое, и мы не справимся, не потянем. Здесь от самого государственного совета. У нас есть министерство, республиканский комитет по проблемам депортированных граждан и национальных народов. Ну послушайте, это главный орган. Ну, у меня 593 школы, абсолютно все работают, 505 детских садов. Главный орган уже 3-4 года ни копейки не выделяет, они не финансируют, они... Теперь то, что им выделили на этот год, предположительно, вначале кричали 300 миллионов гривен, потом 200 миллионов. Пока это разделят и пока эти деньги дойдут до министерства, я вам могу по опыту своему гарантировать, эти деньги не будут использованы в этом году. В конце года они вернутся в бюджет. Поэтому вы в качестве инициативы, это относится не только к крымско-татарскому языку. Я, например, просматривал учебники русского языка, это просматривал и в Москве, у меня в Москве внучка училась и живет. Так вот, учебники там тоже разные были и достаточно разного уровня. Но сейчас, вот я в прошлом году был, жестко стоит вопрос от ЕГЭ, в старом понимании ЕГЭ уйдет. Потому что в том понимании тесты и прочее, это не дает. И вот то, что ввели вот с подачи учителей сочинение по русскому языку, вот в следующем году, я не знаю, когда это впервые будет. В этом году в декабре мы будем писать. Вот. Это большое дело, потому что язык и русский сжался, а в Крыму особенно. А у нас право не наш язык умирает. Но, вы понимаете, растет все вместе, или один цветок не делает букет. Вот с этой точки зрения инициатива должна по языку принадлежать вам. И вместе с вами надо, чтобы подключился ТНУ, КИПу, специалисты по языку, и вы общей дружной командой должны доказывать. Потому что если это оставить на просто вот так, как сказал товарищ, на чиновниках, ну, это умрет. Во-первых, чтобы она инициативой была, первого ее помощника убрать. Вот, понимаете, это вот непонятно. И денег нет. Вот лично себя верующий. Может, они вам не понравятся, но я вам честно скажу. Я действительно мнение не спрашиваю. Но и претензий к работе Лимары Сергеевны у меня очень много. Меня не спрашивают, действительно. Но если сегодня у меня предоставится выбор, и мне подскажете вы, подскажут другие люди, которые в этом понимают, я сделаю выбор не в сторону Лимары. Это тоже факт. Я не думаю, что на сегодняшний день у вас это тоже единственная кандидатура. Причин было много. Вы знаете, даже если на то пошло, нечестное поведение со мной, а я ей ничего плохого не сделала, можно это не записывать? Я не говорю лично о себя, да? Пожалуйста. Значит, для меня это распоряжение было действительно неожиданностью, это правда. И первая моя задача, я понимала, что это очень временная ситуация, только до того момента, пока все это будет переутверждено и вновь создано. Я предложила и протянула руку помощи. Я ей сказала: Лимара Сергеевна, если у вас для вас принципиально, пока мы разберемся в ситуации, пока
пока мы будем переутверждены. Это максимум месяц-полтора. Хотите, я переговорю с ТНУ, чтобы вы пошли туда. Хотите, я переговорю с КИПУ и так далее. Она со мной здесь согласилась и дала мне паузу элементарно выяснить эту ситуацию, да? И стать инициатором, чтобы она была в дальнейшем моим помощником. Что сделала Римара Сергеевна? Римара Сергеевна тоже вышла в прессу и ровно через 2 часа прислала жалобу на меня. Я вам эту жалобу могу показать. Это нечестно. И это уже нечестно по отношению ко мне. И вы понимаете, да, что в дальнейшем именно о ней я ходатайствовать не могу с точки зрения себя как личности. Она ушла отсюда с одними словами, мы с ней по телефону разговаривали, она была в ТНУ, я говорю, хотите, я переговорю сейчас с Багровым. Действительно, надо месяц пережить, я вам больше скажу, у нас до сих пор нет еще одного распоряжения на одного из заместителей. Но люди работают, в подвешенном состоянии, но люди работают, она на месте, и все на месте. А она через 2 часа написала жалобу. Ну, это тогда ее право. Тогда и я за собой оставляю право с помощью вас найти себе. Кому она написала? Наверное, Жалобу кому она написала? она обратилась в официальное министерство суда, чтобы я отменила все это. Написала, что я ее обманным путем, что обманным путем я так и не поняла. У меня эта жалоба есть. Ну, это внутри образования осталось. Она же куда-то в другое место не отошла. Нет, почему? Она же последней фразой своей обратилась, что если я ей не отвечу в срок до такого-то, она обратится дальше. Пожалуйста, я ей не ответила, пусть идет дальше, ее право. Но мне не надо угрожать, я ничего плохого не сделала. Если ее посадить сейчас напротив меня, если она вам скажет хоть что-то, где я ее обманула, не дала продвижение с точки зрения ее идей, переломила какие-то ее полномочия, мне нечего будет сказать. Не, ну, здесь это лично ее, конечно, если она считает, что у нее права нарушены, что непонятно ей, почему ее с ней так поступили, может быть. Но она же только к вам обратилась, не куда-нибудь. Это тоже надо понимать, я думаю. Если бы она пошла в другое... Я позволила, уважаемый мужчина, я позволила себе сказать то, что позволила. Я уже забыла. Нет. Поверьте мне, Нам этот факт неизвестен. что на сегодняшний день мне, с точки зрения Левации, это неприятно было. Потому что я точно так же готова была идти и узнать, и инициировать в новом министерстве. Это могло произойти просто четким минусом. Просто четким минусом. Сократилась штатная численность на 12 человек за счет спорта. Но сократилось количество в министерстве. Кто последний пришел, кто ушел. И, может быть, и не задумались о той ситуации. И у меня была бы возможность это сказать. Нельзя было так со мной поступать. Не то, что нельзя, не надо. Не заслужила я по отношению к ней такого. Поэтому, если мне предоставится право выбора, если мне будет рекомендовать и спросят у меня кого, я это действительно сделаю в пользу Римары Сергеевны. Я вам говорю это в открытую, без... Нет, мы вам верим 100%, потому что этот эпизод мы не знаем. Мы это не знаем, но для нас главное, чтобы профессионализм должен стоять выше всего. Потому что господин Ковальский, который долго здесь работал, с которым мы контактировали в свое время, он неплохо все это сделал. И наш язык сдулся. И с помощью этих 2 дам и прочее. И с помощью крымской элиты. Но я очень надеюсь, сейчас переходной период, что крымскую элиту немножко приберет Москва. К этому есть все основания. Я еще вот хочу, Извините, что... пожалуйста, городской номер. Да. Наталья Георгиевна, извините. Наталья Георгиевна, я вот просто хочу, я, допустим, близко не знаком даже, так, Римара Сергеевна, но я просто одну штрих хочу сказать. Да. Что я ее по печати, когда, да, она очень смелая, очень компетентная женщина, из печати ее знает, что здесь против Меджлиса никто никогда не выступал, кроме нее. Вот именно по образованию, по вот этим делам, она самая среди всех была сильная и яркая женщина. Только вот
это никто дает повод, что вот какое-то недоразумение, может она эмоционально поступила как-то. Я считаю, что нет, вопрос исчерпан. Я ее ждала к 4 часам. Она не пришла к 4 часам, а к 5 эта жалоба была на столе. Это не эмоциональное состояние. Если она вам скажет хотя бы о том, что я ее не приняла, я ее отправила, я ей не протянула руку помощи, пусть она мне это скажет в глаза. Она этого не скажет. А что ее побудило сделать, и как вообще она заявила, что она в суд пойдет, да не вопрос. Да не вопрос. Назначение и увольнение заместителей министров находится в полных полномочиях Совета министров и председателя. У меня таких полномочий не было ни в старом положении министерства, ни в новом. Ну что, Спасибо большое. все. Спасибо.